Казахстане предложили заменить базовую пенсию на минимальную. Об этом сообщается в концепции о дальнейшей модернизации пенсионной системы, опубликованной Министерством труда 29 октября текущего года. Переход планируется осуществить с 2028 года. В ведомстве отметили, что совершенствование системы минимальных гарантий пенсионного обеспечения, включая переход от базовой выплаты к минимальной, позволит оптимизировать механизм предоставления госгарантии, повысит уровень пенсионного обеспечения лиц с небольшим стажем участия в системе, увеличит коэффициент замещения дохода пенсионными платежами. В связи с этим предлагается установить минимальную гарантированную пенсию в размере 70% от величины прожиточного минимума для лиц, имеющих стаж участия в пенсионной системе менее 5 лет, определить при 5-летнем стаже участия в пенсионной системе базовую пенсию в размере 70% от прожиточного минимума, за каждый год сверх 5 лет ее размер будет увеличиваться на 2%. Отменить назначение базовой пенсии, минимальную гарантированную пенсию для состоявшихся получателей базовой рассчитать с учетом от стажа участия в системе, учтенного при исчислении размера базовой пенсии. При этом сохраняется право на пенсионные выплаты по возрасту при наличии не менее 6 месяцев трудового стажа на 1 января 1998 года. Установление минимальной гарантированной пенсии в размере 70% от прожиточного минимума позволит повысить уровень пенсионного обеспечения лиц с небольшим стажем участия, повысит коэффициент замещения дохода пенсионными платежами, а также снизит численность получателей АСП, что, соответственно, сократит расходы на выплату АСП, уточнили в Минтруда. Помимо этого, для сохранения адекватности пенсионного обеспечения с 2023 года предлагается ввести дополнительный условно-накопительный компонент за счет обязательных пенсионных взносов работодателей, поэтапно по ставке, начиная с 1% в 2023 году, доведя ее до 5% к 2029 году. Кроме того, в документе отметили, что необходимо пересмотреть базовую основу для расчета стоимости пенсионного аннуитета, установить обязательность заключения договора, предусматривающего пожизненные пенсионные выплаты только для участников пенсионной системы, ввести механизм совместных аннуитетов, которые могут частично решить гендерную проблему более низких пенсий женщин, предоставить вкладчику по его желанию право отложенного выхода на пенсию. При этом ему на этот период не будут осуществляться назначенные выплаты, и он может продолжить участие в накопительной пенсионной системе. Вкладчику будет обеспечен гарантированный период, в течение которого наследникам будут осуществляться пенсионные выплаты как за счет бюджетных средств, солидарной базовой пенсии, так и накопительной пенсии, установить минимальный размер пенсионной выплаты из ЕНПФ по аналогии с размерами выплат из страховых организаций при заключении договора пенсионного аннуитета, то есть в размере не ниже минимального размера пенсии. Это позволит увеличить совокупный размер получаемых пенсионных выплат, пересмотреть коэффициенты текущей стоимости пенсионных накоплений для всех категорий граждан. Также предлагается ввести отдельные коэффициенты текущей стоимости пенсионных накоплений для работников, занятых на опасных производствах, а также для инвалидов первой и второй групп с разделением по полу, поскольку продолжительность жизни у них разная. В результате данного изменения срок пенсионных выплат для таких категорий населения будет относительно короче платежей для всех категорий граждан. Соответственно, сумма ежемесячных выплат для них будет выше, резюмировали в Минтруда.